В нашем проекте «Реальные люди» сегодня адвокат Ирина Хрунова. Мы обсуждаем темы, которые повлияли на жизнь нашего гостя, жизнь республики и других регионов Поволжья. Ирина, спасибо большое, что согласились прийти к нам на передачу. Хотелось бы, чтобы вы выделили темы, которые интересны вам. Ну, я выделяю для себя, конечно, юридические темы. В первую очередь продолжает лихорадить республику и юридическое сообщество дело Татфонбанка. Продолжаются события. Есть интересные уголовное дело, которое появилось вот на страницах газеты и в телевизоре, это задержание высокопоставленных сотрудников полиции. Просто я тоже к этому уголовному делу имею некое отношение. Ну и еще для меня очень важный процесс, который давно уже длится в Вахитовском районном суде и все никак не заканчивается. Это дело Сафаргали, жителя Казани, который обвиняется в экстремизме. Давайте как раз начнем с последнего. Дело Даниса Сафаргали, лидера татарского общественного движения «Алтын-Урда». Я напомню нашим зрителям, что Данис Сафаргали обвиняется в нескольких статьях Уголовного кодекса. Это умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, хулиганстве и именно возбуждение ненависти или вражды. Как раз то дело, по той статье, которую защищает Ирина Хрунова. В среду состоялся допрос специалиста, лингвиста, так можно сказать, эксперта, который сделал вывод, что в тех публикациях Даниса Сафаргали ВКонтакте, которые ему инкриминируются как экстремизм, собственно, того самого экстремизма нет. Мне бы хотелось бы у вас узнать, то есть, как вы считаете, скорее всего, в начале августа, 7 августа, либо чуть позже начнутся прения сторон. К чему этот процесс идет, и как вы считаете, все-таки есть ли шанс, что гособвинение все-таки откажется от 282 статьи, поскольку, судя по тому процессу, на котором я присутствую практически на каждом заседании, действительно у гособвинения может возникнуть трудности с доказательной базой, учитывая допрос эксперта того же самого? Это очень сложный вопрос. Я могу только, я не знаю, я не Кассандра, я не знаю, как это будет происходить все в августе, но я могу сказать, исходя из моей предыдущей практики. В моей практике не было случаев, когда бы гособвинение отказывалось от даже самого недоказанного и самого необоснованного обвинения, тем более в прениях. Да, в практике моих коллег такие ситуации были, я про это слышала, это чисто теоретически упоминается в УПК, но я могу сослаться на свой опыт, что нет, у меня таких случаев не было. И, судя по настрою прокуратуры, этого не будет и сейчас. То есть, наверное, есть какие-то козыри у стороны защиты, но, как правило, гособвинение просто на них и на эти козыри не обращает внимания и обходит их стороной. Мне ничего не остается, как продолжать делать свою работу и доказывать о том, что в действиях Сафаргали нет никакого экстремизма. Во-первых, начнем с того, что следствие не установило, не доказало, не предоставило тех фактов, которые бы говорили о том, что именно Сафаргали в течение 2 лет размещал те тексты спорные, которые ему вменяются. Социальная служба ВКонтакте всегда охотно идет на сотрудничество с правоохранительными органами и предоставляет всю информацию. В частности, по Сафаргали, по его странице, они предоставили достаточно полную информацию. Они сказали, что на эту страницу заходили в какие-то даты. Но проблема в том, что там указано большое количество IP-адресов. Для нас это, для пользователей, означает, что не с одного IP-адреса, а с многих других. Но это же может быть телефон, ноутбук, компьютер. Это может быть ноутбук, телефон, компьютер. Это может быть все, что угодно. Но, тем не менее, нет, вследствием не изъято то конкретное устройство, хотя бы одно, с конкретным IP-адресом, которое бы сказало, что да, этот предмет, изъятый у Сафаргали, телефон, iPad, да, например, имеет тот IP-адрес, с которого бы заходили на эту страницу. Нет, этого нет. Но даже если следствие докажет, что именно Сафаргали пользовался всеми теми десятками IP-адресов, которые
указаны в ответе социальной сети ВКонтакте, допрос эксперта в среду очень наглядно показал, что там есть критика конкретно государственной власти в России, там есть недовольство этой властью, но всего того, что вменяет следствие, что образует состав экстремизма, там нет. Там нет пропаганды, там нет призывов, там нет ничего. Напротив, эксперт наглядно на одном из примеров показала, что тот текст, который вменяется Сафаргали, он никоим образом не принижает ни русских, ни евреев, а наоборот, он отрицает вот это самое принижение. Я думаю, что сторона защиты обладает достаточно хорошими доказательствами в пользу невиновности своего клиента, но как на это посмотрит суд, это покажет только время. Я как раз хочу немножко изменить свой вопрос. Если уж мы не можем говорить, что будет делать прокуратура, что логично, мы также не можем говорить, что будет делать суд. Но у меня вопрос с юридической точки зрения. Есть заключения экспертов, которые делали по заказу, не знаю, как сказать, по запросу сотрудников полиции, ЦП, там, набережных какого-то там города, Казани, неважно. Они указали, что, собственно, есть экстремизм, пропаганда, и в среду эксперт сообщил, что эксперты делали вывод, хотя, например, вообще не имели права это делать, на какие-то вопросы говорили то, о чем их не спрашивали и так далее. Что суд может в этот момент сделать? То есть два разных эксперта, две команды экспертов, так скажем. Одни говорят, что экстремизм есть, и у них там нет образования и специальности нужны, чтобы проводить эту экспертизу, как выяснилось. А у другого эксперта с регалиями, со специальностью и прочее говорит, что экстремизма нет. Я советовался с другим адвокатом по тоже делу об экстремизме, речь идет о Рафисе Кашапове, и мне сообщили, что там тоже была экспертиза другая, которая сообщила, что экстремизма в постах Кашапова нет. Но, тем не менее, суд его признал виновным и, собственно, посадил. Чем может суд руководствоваться, чтобы, так скажем, отмести неугодную для следствия или для него по каким-то причинам эту экспертизу, доказывающую отсутствие вины в экстремизме? Не знаю, и даже если бы знала, не сказала, потому что не хочу помогать суду в этом вопросе. Ответ простой. Есть две экспертизы. Суд будет выбирать, какая ему нравится больше. И какая ему не нравится, он должен обосновать в приговоре, почему именно он не доверяет той или иной экспертизе. Посмотрим на мнение суда. А вы давно были у Сафаргали в СИЗО? Не очень давно. Как он себя чувствует, учитывая то, что у него, как мы помним, он болеет? У него не очень хорошие условия, у него достаточно маленькая камера, практически без окна, и это ему тяжело дается. Я поясню, речь идет о клаустрофобии, которой страдает Данис Сафаргали. Я понимаю, что вы особо не участвовали и не хотели участвовать, поскольку вы по 202 статье защищали. Там есть другие статьи. Вы, тем не менее, все-таки были на всех судах и задавали свои вопросы. Для тех, кто хочет узнать подробности, можно прочитать о тех событиях, которые идет речь на странице Дальреали. Вкратце, там была драка, и обвиняют в том, что Сафаргали использовал газовый баллон и нанес какие-то легкий вред здоровью потерпевшим. Вы допрашивали этих потерпевших. Что вы скажете? Очень сложный вопрос. Во-первых, я не совсем доверяю той версии произошедшего, которая описана в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. На секундочку. Запрос сотрудников полиции, тот интерес сотрудников полиции, в частности, Центра он был датирован 16, 17, 18 апреля 2016 года. А драка, которая произошла и которая вменяется Сафаргали, произошла 20 апреля того же самого года. Связь таких событий мне не кажется случайной. То есть слишком по датам все близко совпадает. Сафаргали утверждает, что события, которые послужили обвинением в хулиганстве, они были спровоцированы. Но я своему подзащитному верю, и сторона защиты старается представить суду те доказательства, которые бы опровергали версию
следствие и потерпевших в том числе. Ну, например, следствие абсолютно упустило момент, что между потерпевшими и Сафаргали и его друзьями существовали длительные неприязненные отношения в течение более чем полугода. Следствие квалифицирует эти события как хулиганство. Но какое же это, простите, хулиганство, когда драка была вызвана длительными негативными взаимоотношениями? Этот вопрос надо было проанализировать следствию, дать на него какой-то ответ. А следствие как бы забыло. То есть с точки зрения следствия, вот существует день 20 апреля, и вот внезапно возникла драка. Но драка, это не, наличие драки – это не обязательно хулиганство. Драка может привести к квалификации по разным статьям Уголовного кодекса. Но вот мы сейчас в суде как раз стараемся суду показать, что та версия обвинения накуцая. Нельзя рассматривать события только 20 апреля. Существует полгода до этого, и эти все события, они нашли свое подтверждение в суде. В принципе, и сами потерпевшие на вопросы защиты, они не отрицали, что была неприязнь длительное время. Мы отметим, что следующее заседание по делу Даниса Сафаргали состоится 7 августа. Ирина, давайте перейдем ко второй теме, именно Челны. На днях были задержаны. Один из них – это начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Набережных Челнов, это Даниил Закиров и его коллега. Их обвиняют, не обвиняют, но дело возбуждено по поводу превышения должностных полномочий, злоупотребления полномочиями и вымогательству. Речь пока идет о неустановленных сотрудниках полиции, но, собственно, были задержаны вот эти двое. Советский районный суд не стал заключать под стражу этих сотрудников, однако то ли в этот же день, то ли на следующий, Даниила Закирова вновь задержали и предъявили ему обвинение по 286 статье, насколько я помню, это превышение должностных полномочий. Я, извините, что очень много говорю, но хочу отметить, что Даниил Закиров является, собственно, начальником Тимура Гарифуллина и Ильгама Сафина, это также оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Набережных Челнов, которые обвиняются в том, что в августе прошлого года они ворвались вместе с ОМОНовцами в коллегию адвокатов и избили клиентов. Собственно, это дело передано в суд, и оно пройдет в закрытом режиме. Ирина, хотелось бы у меня для начала задать вам один вопрос. Что-то какая-то очень мутная история с Челнами прям постоянно. Этих Тимура Гарифуллина и Ильгама Сафина также отказались заключать под стражу, что Набережно-Челнинский городской суд, что Верховный суд Татарстана, хотя потерпевшие говорили, что им поступает угроза, и я был на этом судебном заседании. Вот, собственно, Даниила Закирова тоже отпустили, но сейчас обратно задержат, посмотрим, какая будет мера пресечения. Что происходит с организованной преступностью, точнее, с отделом по борьбе с ней в Набережных Челнах? Это для меня сложный вопрос. Почему? Потому что любой адвокат, который рассказывает о тех событиях, которые происходят, он должен опираться на материалы уголовного дела. Я могу рассказать то, что я знаю. Значит, есть мой подзащитный, мой доверитель, с которым мы работаем достаточно давно. И это предприниматель из Набережных Челнов, у которого был магазин, и который вступил в противостояние с администрацией, с мэрией. Это господин Миргалиев? Его зовут Ленар Миргалиев. И он обратился за юридической помощью к адвокатам. Адвокаты с ним работали как по уголовному делу, так и по гражданскому делу. Там была работа большая. И в один прекрасный момент сотрудники полиции решили Миргалиева задержать. Они, не знаю как, это надо будет у них спрашивать, дождались или не дождались, пока он зайдет в адвокатский офис. Но он якобы приехал из дома, где задавил сотрудника полиции, когда убегал. По этому поводу уголовное дело уже прекращено. Да, это известно. Он сам говорит, что он действительно скрывался на автомобиле,
но он не знал, что это сотрудники полиции, которые бегут за ним вслед. Они не были в форме, они не представлялись. И он просто не знал, он подумал, что это какое-то вооруженное ограбление. И он приехал к адвокатам, и там в адвокатском офисе его задерживали. Задерживали грубо, задерживали с применением насилия, задерживали, не обращая внимания на то, что он находится в адвокатском офисе. Пострадали еще потерпевшие, еще один человек, пострадали сами адвокаты. Это уголовное дело расследовалось, оно расследовалось достаточно квалифицированно. Я ничего сказать про претензии никакие не могу предъявить следствию. И это дело ушло сейчас в суд. Мне задают вопрос, почему это дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Я не знаю, я не могу сказать, я только могу предположить, что когда Следственный комитет начал расследовать уголовное дело по нападению на офис адвокатов. У них появились вот эти два фигуранта, Сафин и Гарифуллин. И, видимо, на них Следственный комитет обратил более пристальное внимание при расследовании дела. И еще в ходе следствия выявил еще эпизоды совершения ими преступления. Возможно, мы знаем только о том, что нам об этом сообщили, если я не ошибаюсь, в мае месяце, нам сообщили о том, что у них были какие-то манипуляции с оружием, которые привели к фальсификации доказательств по другому какому-то уголовному делу или оперативному материалу. Мы об этом пока ничего не знаем. Поскольку дело в закрытом режиме, мы еще не знакомились с материалами дела, с допуском. Возможно, там что-то следствие выявило такое, что привело к закрытию уголовного дела от постороннего внимания. Что касается задержанных 2 дня назад уже начальства, то это непосредственные начальники Гарифуллина и Сафина. Я хочу отметить, извините, я вас перебью, что вот в отношении господина Закирова, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью набережных Челнов, в этом вообще деле, не факт, что в этом виновен Закиров, но вот неустановленные сотрудники полиции, указано, что они на оперативном автомобиле осуществляли наблюдение за набережно-челнинской коллегией адвокатов, где, собственно, было совершено нападение, с 18 августа по 14 октября 2016 года. То есть, я так понимаю, это было до нападения на офис сотрудников полиции, да. И за 2 недели до того, как в коллегии адвокатов на 1-м этаже здания, где она находится, обнаружили газовый баллон, который, по некоторым данным, чудом не взорвался. Да. Вот это, простите за дурацкое слово, какое-то звенья одной гребаной цепи. Эта связь абсолютно точно прослеживается. Адвокатский офис работал длительное время, у них не было никаких проблем, но вот после того, как случилось то, что случилось, у них в офисе обнаружили газовый баллон. Сначала сотрудники полиции говорили, что он пустой. Сначала высказывали, в том числе и в СМИ, версию о том, что это адвокаты стараются привлечь к себе внимание таким образом. Потом, после проведенной экспертизы, со слов адвокатов, они говорят, что эксперты сказали, что все-таки в баллоне был газ, и он, в принципе, мог взорваться. И вот эта связь с наблюдением за адвокатским офисом, это как бы очень такая интересная связь, и эта связь, очевидно, гуляет из одного дела в другое уголовного, но что же значит, если нам что-то будет известно из нового уголовного дела в связи с этим наблюдением, мы будем эти доказательства представлять и вдруг в то старое уголовное дело в связи с нападением на офис. Потому что первоначальная версия сотрудников полиции, мы не знаем, мы посмотрим, с чем они придут в суд, с какой версией, они говорили, что они не знали, что это адвокатский офис. Да, это было, я помню. Мы тогда уже удивлялись этому, мы предоставляли доказательства о том, что там висит огромная табличка, что это адвокатское образование, и не заметить эту табличку было невозможно. Но сейчас посмотрим, какие есть доказательства в другом уголовном деле. Может быть, там действительно было наблюдение за офисом адвокатов еще и раньше,
до нападения на офис, тогда будет еще одно доказательство для нас, что сотрудники полиции прекрасно знали, куда они врываются, что это за помещение. Уже как минимум, получается, 2 дела, по которому суд отказывал в заключении под стражу сотрудников полиции. Это вот и Тимура Гарифульна, и Ильгама Сафина в апреле, да, был процесс Верховного суде апелляции на решение Набережно-Челнинского суда. И вот, собственно, господина Закирова и господина Шакирова тоже отказали в аресте, хотя, собственно, статьи там приличные, и учитывая все-таки должностное положение. С чем вы связываете то, что у нас почему-то за последние несколько месяцев отказываются заключать под стражу сотрудников полиции за более, так скажем, за такие преступления, если они будут доказаны, которые очень достаточно серьезные. А по экономическим, например, делам у нас всех отправляют под стражу и как-то даже не думают о том, что исключительно можно на домашний арест. субъективное мнение суда. Видимо, существует тот самый уровень доверия сотрудникам полиции, о котором говорится все чаще и чаще, и хотят это закрепить на законодательном уровне. Да, это так. Это не первые сотрудники полиции, которые не были арестованы. Так бывает очень часто. Но вот так вот суды относятся к этому. Учитывая то, что Татарстан уже пережил ситуацию в отделе полиции Дальний и очень там гордились тем, как они это все расследовали, и даже правозащитники были в принципе довольны работой, которая была проведена следствием, у нас так получается, что вот опять пошли какие-то непонятные телодвижения с сотрудниками полиции. Вот буквально 2 месяца назад были арестованы, были отправлены в колонию сотрудники полиции, которые в 2014 году забили до смерти молодого человека в центре Казани. 25 июля начнется апелляция по этому делу. Вот эти ребята, которые фальсифицировали доказательства якобы по версии следствия, которые подбрасывали какие-то улики, которые следили якобы за адвокатами, злоупотребляли полномочиями, и все в челнах. Правоохранительная система Татарстана пережила вот эту вот прививку, если это можно, да, так назвать, в виде отдела полиции Дальний. Это очень был болезненный щелчок по правоохранительной системе республики, потому что он фактически показал, что весь районный отдел полиции, все оперативники занимались тем, чем не надо заниматься. Сроки, которые получили сотрудники полиции в деле Дальний, они серьезные. Там получили реальное наказание даже те, которые, по моему мнению, могли бы ограничиться условным наказанием. То есть это было достаточно такое... Я даже так не могу сказать, не знаю, какое слово. Это была такая слаженная работа правоохранительной системы Татарстана по выявлению, искоренению вот этой вот проблемы в виде пыток. Но, видимо, той прививки, которую мы пережили, ее хватило на некоторое время. Потому что после отдела полиции Дальний не было абсолютно, какое-то время не было абсолютно никаких сигналов, что задержанных бьют. Мои подзащитные не говорили об этом, они говорили, что да, действительно, все отмечали, в том числе адвокаты, все отмечали, что Дальний сыграл свою роль в виде я даже слово не могу подобрать, такой показательности, неотвратимости наказания для сотрудников полиции. Это все усвоили, эту прививку усвоили все. Но это прививка действует на она, видимо, подействовала, начали про нее забывать. Следственный комитет работает. У меня нет никаких вопросов к Следственному комитету, я ничего не могу сказать плохого, поскольку, видимо, еще и дело Дальний, это была хорошая работа Следственного комитета, которую они взяли уже теперь за правила, за основу, поэтому они выявляют. Ну а почему суды не арестовывают, это, конечно, вопрос уже и даже не к Следственному комитету, а исключительно к судам. Сегодня на странице газеты «Коммерсант Казань» вышел текст, собственно, про
вот эту ситуацию в Набережных Челнах, и там какой-то источник МВД Республики назвал беспределом ту ситуацию, которая сейчас происходит вот с господами Закировым и Шакировым, и что якобы вот там Миргалиев задавил, и все видно на камере и так далее. Можно ли говорить о том, что вот учитывая ситуацию в Набережных Челнах, первую и вторую, что Следственный комитет входит в какую-то конфронтацию в открытую уже с МВД Республики? Или все-таки пока говорить об этом рано, учитывая вот слова, ну понятно, что источник, имя мы его не знаем, но вот какой-то сигнал есть, на ваш взгляд? Если сотрудник полиции, который обладает специальными знаниями, который обучен, про которого нельзя сказать, что он юридически безграмотный. Если этот сотрудник полиции понимает, что в отношении него совершили преступление, то он обращается в правоохранительные органы. Если следователь Следственного комитета выносит, по его мнению, незаконное постановление, он идет либо вышестоящему начальству с жалобой, либо в суд. Ну, это как идите в суды, там все докажете. Это то же самое, это такие же полномочия, которые есть, права и полномочия, которые есть у нас, у адвокатов. Если нам что-то не нравится, можно сидеть на собственном стуле около компьютера и квохать и говорить о том, что творится беспредел, а можно строить профессиональную работу. Мне гораздо приятнее встречаться с оппонентами в суде, когда все предоставляют доказательства, и мы оцениваем эти доказательства, и нет никаких недомолвок, и нет никаких вбросов в СМИ, и нет никаких вот таких вот неназванных источников. Принесите в суд, мы будем оценивать. Видео – это такое отличное доказательство, которое судами принимается практически без сомнений. И потому что мы понимаем, что когда есть события, которые случились, и каждый человек описывает их по-своему, всегда есть субъективное мнение. Видео – это более объективное доказательство, которое может поставить точку. Если кто-то принесет такое доказательство в суд, покажет его и скажет, и мы его оценим, это будет очень хорошо. У меня будет последний вопрос на эту тему по поводу закрытия процесса в Верховном суде. Насколько мне известно, есть еще один судебный процесс в Верховном суде касаемо предпринимателя, который также слушается в закрытом режиме. И этот предприниматель имеет отношение к этим делам. Звенья одной цепи? Да. То уголовное дело, которое сейчас рассматривается в закрытом режиме, которое я комментировать не могу в силу закона, оно прямо косвенно, оно связано с теми уголовными делами, которые сейчас вот еще не начали рассматривать ни в суде, то следствие только идет, только по одной простой причине. Очень многие фигуранты из этих трех уголовных дел почему-то совпадают. То есть по уголовному делу, тому самому первому, свидетелями являются те, кто является также свидетелями или потерпевшими в других уголовных делах. Также потерпевшие ходят из одного уголовного дела в другой. Поэтому, конечно, связь имеется. Но какая? Я сейчас сказать не могу, потому что рассмотрелось только одно уголовное дело, а два других пока еще не дошло до своего рассмотрения в суде, поэтому я не знаю, какие показания будут давать те или иные подсудимые и потерпевшие. Давайте перейдем к третьей теме, к делу Татфонбанка. Вы защищаете зампредправления Татфонбанка Вадима Мерзлякова, и в отношении него и других фигурантов дела был продлен арест до 2 октября. Скажите, пожалуйста, то есть на какой стадии сейчас расследование уголовного дела, то есть что вам известно, и какое состояние у самого господина Мерзлякова, если вы не так давно были у него в СИЗО? Да, мы с ним виделись, я приходила на этой неделе. На этот вопрос я всегда отвечаю без привязки к конкретному человеку, как себя чувствует человек в тюрьме, он себя чувствует как в тюрьме. То есть, конечно, для предпринимателей, которые
у которых жизненный путь был никак не связан с криминальной субкультурой, оказаться в следственном изоляторе – это, конечно, большой стресс. Это большой стресс для всех фигурантов этого уголовного дела и для их родственников, для их семей, потому что, конечно, если это стресс. Но, тем не менее, надо отдать должное, что все фигуранты держатся очень достойно, они работают, они с адвокатами находятся в очень плотном режиме, они предоставляют адвокатам всю информацию, которая есть у них в голове, что они знают, потому что банковская сфера – это все-таки сложная сфера, и они пытаются перевести с экономического языка на доступный нам язык какие-то события, которые были в банковской сфере. Ну а мы вот совместными усилиями со своими подзащитными стараемся донести до следствия, что абсолютно следствие идет не по тому пути, что нет хищения как такового. Я приведу такой маленький пример. Да. Деньги, которые потеряли клиенты ТФБ «Финанс», они потеряли не потому, что они вложились в ТФБ «Финанс». Если бы банк существовал и стоял на ногах до настоящего времени, то эти клиенты получали бы и проценты, и получили бы назад свои деньги. Так же абсолютно, как вкладчики. То есть все зависит не от ТФБ «Финанс», а исключительно от платежеспособности и самого банка. То есть банк рухнул, клиенты ТФБ «Финанс» потеряли деньги, так же, как и потеряли деньги вкладчики ТФБ. То есть это надо понимать, и меня очень удивляет довод, который приводит следствие. Они пишут, что обвиняемые распорядились деньгами по собственному усмотрению. По собственному усмотрению это не та формулировка, потому что они распорядились деньгами по усмотрению клиента, который поставил ему подпись, что он согласен на покупку облигаций. В настоящее время у клиентов ТФБ «Финанс» имеются все те облигации, которые были куплены. Только проблема в том, что с падением банка эти облигации перестали что-то стоить. То есть у нас есть динамика стоимости всех этих облигаций, их предоставила биржа. По этим документам очень хорошо видно, что падение в облигациях, стоимости облигаций произошло даже не в декабре, когда вкладчики перестали получать деньги, когда банк перестал выплачивать, вообще перестал проводить какие-то платежи. Окончательная стоимость облигаций рухнула в марте месяце, когда было объявлено о том, что банк, никакой санации банка не будет. То есть это экономический спор. Это экономическая проблема. И нас, адвокатов, конечно, очень удивляет, почему суды не слушают нас. То есть это общемировая практика, когда обвиняемые в экономических преступлениях сидят под домашним арестом или под залогом. Это мировая практика. И только у нас они сидят под стражей. Ну, не сотрудники они полиции, Ирина, поэтому так и получилось. Видимо, да. И вот меня очень сильно удивляет, что те же судьи того же самого суда, которые полгода назад принимали решение об аресте, видя перед собой банкира, у которого сначала есть школьное образование, потом есть образование в вузе, и сразу потом есть работа в банке, и больше нигде. И судья отправляет под арест такого человека, который еще к тому же обвиняется в совершении ненасильственного преступления. И через буквально полгода этот же судья оставляет под
на свободе, оставляет под подпиской о невыезде сотрудника полиции, который обвиняется в преступлениях, которые намного серьезнее, намного по степени юридической тяжести. А вы ранее говорили, что арест сотрудников, высших сотрудников Татфонбанка повлияет на то, что банк будет тяжелее санировать. Это было как раз на этапе задержания, по-моему, вашего клиента, Вадима Мерзлякова. И, собственно, я так понимаю, через месяц пришла информация, что санации банка не будет. Вы до сих пор считаете, что сотрудники Татфонбанка, которые должны были готовить различные документы для возможной санации, и тот факт, что они находились в СИЗО, повлияло на то, что санации все-таки не было? Или это дела политические, и как бы тяжело об этом мне говорить? трудно сказать. Я могу охарактеризовать своего подзащитного как исключительно большого профессионала, как специалиста в своей области. И я, конечно, понимаю, что тот месяц, февраль, с момента задержания до объявления банка, что он не будет санирован, конечно, это повлияло. Абсолютно точно мой клиент мог бы принести банку пользу, чем он не принес ничего, сидя в следственном изоляторе. А как вы считаете, когда примерно может быть доведено дело до суда? Это невозможно предсказать, потому что экономические дела, они длятся очень долго. Я хочу сообщить нашим зрителям, что есть знаменитое дело компании «Рост», и, насколько я помню, там около 7 обвиняемых, которые находятся уже в СИЗО, по-моему, больше 2 лет. 30-й месяц. 30-й месяц, ну то есть уже больше 2,5 лет, 2 с лишним года. И как-то очень тяжело понимать логику, когда люди сидят такое количество времени и никак не могут дело довести до суда. То есть я так понимаю, что дело Татфонбанка, скорее всего, может пойти по этому же этапу, что мы получим передачу уголовного дела в суд, дай бог, там, к 2019 году. Думаю, что это не исключено. Да, экономические дела всегда тянутся так долго. И самое интересное, что мой клиент, он прекрасно понимает позицию следствия. Он понимает, он говорит о том, что я сейчас, в настоящий момент, не прошу у следствия, чтобы следствие прекратило уголовное дело полностью. Я прошу, чтобы меня выпустили из-под стражи для того, чтобы я мог в том числе работать, объяснять следствию, где свою невиновность, предоставлять какие-то документы, потому что сейчас он как бы скован условиям следственного изолятора. Вот. Но даже это не слышит следствие и говорит о том, что дело сложное, потерпевших много, потерпевшие стоят с пикетами около Дома правительства, поэтому у следствия нет оснований отпускать банкиров из-под стражи. Я вас понял, спасибо большое, что пришли к нам в эфир. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня была адвокат Ирина Хрунова. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в наших социальных сетях и на канале в YouTube. До свидания.